вами закончили первую главу книги Откровения, и мы прочитаем с вами последний стих этой главы. Иоанн видит Христа и получает наставление написать то, что он видел, то, что есть, и то, что будет. Это очень интересно. Давайте обратим внимание чуть-чуть на эти слова. То, что Иоанн видел, он должен передать, во-первых. Во-вторых, то, что есть и то, что будет. И есть еще там слово «вскоре». Мы уже это затрагивали. И именно проблема обычного толкования, к которому мы привыкли, в котором мы, так сказать, были научены, заключается в том, что, как правило, книга Откровения относится, когда ее читают, относится к чему-то далекому, или акцент на исторических церквах Малой Азии, Ефесского региона, или акцент на том, что все эти события, которые описываются после 4 главы, там что-то на небе происходит, а большей частью события происходят на земле, но, так сказать, в будущем, и притом во время великой скорби. И когда человек читает это с такой позиции, то он не совсем ориентируется, как это применимо сейчас, а больше как какое-то пророчество о будущем. Но обратим внимание, Иисусу Христу говорится: напиши то, что есть, и то, что будет. 19 стих. Обратим внимание, вот как раз мы читаем последние 2 стиха. Иисус Христос, прославленный, который предстал перед Иоанном, он ему говорит: итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. И вот здесь очень важно именно, что простое такое понимание, оно говорит о том, что то, что есть, это вот состояние вот этих церквей, 7 церквей в Малой Азии, и вот это то, что есть. Ну а то, что будет после этого, это уже там все, то, что будет, как правило, получается где-то далеко в будущем. Но на самом деле, почему это не совсем так? Потому что книга Откровения, как и все Писание, да, оно же богодухновенно и полезно. То есть для кого полезно? Для будущих поколений или для прошлых поколений? Нет, для всех поколений верующих. И это означает, что то описание церквей, которое здесь, оно полезно для всех поколений, для всей истории церкви, для всех верующих, как для тех, которые были непосредственными получателями вот этого послания, так и будущих поколений верующих. То есть все это, получается, что книга Откровения, она одновременно пишет о том, что происходит в течение всей истории. То есть она показывает нам принципы, она показывает то, что происходит во время всей истории, с одной стороны. И с другой стороны, конечно же, она показывает также и то, что будет. Вот это первое, на что нам важно обратить внимание. И дальше мы читаем: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия». 7 звезд, суть ангелы 7 церквей, то есть это служители церквей. Почему ангелы? Не потому, что они ангелы, а потому, что они, ангел значит посланник, то есть это тот, кто представляет Бога в церкви, это служители. И, как правило, по библейскому проекту это какая-то группа служителей. Значит, ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. И здесь сразу очень важно именно видеть, что служителя церкви — это посланники Божьи должны быть для церкви, как посланники от Бога, так и ходатаи за церковь, с одной стороны, которые
обрати внимание, должны пребывать в слове и молитве. Вот слово – это когда они передают слово от Бога, а молитва – это когда они приходят к Богу с тем, чтобы ходатайствовать за церковь, как и наш первосвященник ходатайствует за нас. Это первое, на что нам важно обратить внимание. Еще очень важно то, что здесь говорится, именно давайте дальше посмотрим, как дополняется 20 стих первым стихом 2 главы. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей», то есть держащий в своей правой руке посланников, и ходящий посреди 7 золотых светильников. Вот здесь очень важно обратить внимание на следующее. Во-первых, 7 золотых светильников – это 7 церквей, и, во-первых, 7 – это полнота. Это значит, что здесь Господь хочет сказать всем поколениям верующих на всей истории церкви, сказать о состоянии всей церкви. То есть число 7, число полноты, оно будет присутствовать постоянно во всем откровении. Это число полноты, то есть речь идет о том, что Христос хочет сказать сразу обо всей своей церкви, которая будет в течение всей истории на земле. Это первое. Второе. Он ходит посреди своей церкви, он наблюдает за ее состоянием, он печется о ней, как мы знаем, вот, греет и питает, подкрепляет, помогает проходить испытания. То есть Господь вместе со своей церковью и гонящий или касающийся церкви касается зеницы ока моего, говорит Господь. Что еще важно здесь? Важно то, что здесь в церкви представлены как светильники. То есть церковь – это столб утверждения истины. Церковь призвана, поставлена Богом для того, чтобы быть светом, чтобы быть отражением Божьей истины, Божьих стандартов, Божьего Евангелия. Она должна представлять в мире, это ее предназначение. И образ побеждающей церкви – это церковь, которая похожа на Христа в том, что врата ада не могут ее одолеть, и она во тьме светит, и тьма не может ее погасить. Ну вот, именно вот это побеждающая, это образ побеждающей церкви, которая светит во имя Христа. И давайте посмотрим дальше. Итак, Христос здесь, как и в каждом послании, Он представляет здесь послание каждой церкви, оно состоит из нескольких частей. Во-первых, здесь говорится о Христе. Он представляет себя в отношении каждой церкви определенным образом. Здесь, что Он ходит посреди церквей. И дальше Он говорит о ее состоянии, так сказать, указывает то, что Он одобряет, и то, что Он порицает, а также говорит предупреждение и указывает, какой церковь, что церковь должна быть побеждающей. Итак, давайте посмотрим. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Безусловно, что вы помните, как апостол Павел говорит коринфянам про лжеапостолов, которые оказались самозваными апостолами, которые проповедовали искаженное Евангелие. Здесь мы видим, что Евангелие, в котором что-то добавлялось ко Христу, то есть Христос недостаточен для спасения, что-то надо добавить. Нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, для меня, для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя
то, что ты оставил первую любовь твою. Обрати внимание, что в отношении Ефесской церкви здесь вообще говорится только одно, один единственный недостаток. Но вместе с тем он какой-то такой уж очень серьезный, и именно в первую очередь об этом идет обращение к Ефесской церкви. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Прежде всего, мы знаем, что церковь в Ефесе действительно была уничтожена в последующем и не восстановлена. То есть, все-таки Бог сдвинул. Дальше, что такое светильник? Здесь очень важно еще увидеть. Вот вчера буквально была проповедь о девах разумных и неразумных, и у них у всех были светильники. Светильник – это, так сказать, внешнее исповедание. Это мы об этом говорили много, когда говорили о смешанной церкви, смешанное сообщество, где входят люди, которые все исповедуют веру в Христа, все ведут себя по-христиански. И вот здесь речь идет о том, что вот это внешнее такое свидетельство, оно будет устранено, то есть все будет устранено. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. И здесь очень важно именно понять, что это значит. Оставил первую любовь. То есть мы видим, что действительно у этой церкви есть исповедание. Она делала христианские дела, служения. Она старалась держаться правильных доктрин. Здесь мы видим, разоблачила апостолов. Дальше в 6 главе, то есть в 6 стихе: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Николаиты — такое не совсем понятное движение, группа такая, но так или иначе, возможно, само слово Николаиты означает властвующие над народом, и так или иначе это было какое-то отступление, или доктринальное, или нравственное, какое-то распутство. И мы видим здесь, что они не принимали этого, и Господь говорит: впрочем, то в тебе хорошо, то есть, в общем, много хорошего. Но главное, что оставил первую любовь твою. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что постепенно за внешними христианскими делами было оставлено именно отношение. Помните, Христос просто спрашивает Петра, да? Только один вопрос, который Иисус повторяет, воскресший. Иисус повторяет аж 3 раза, но один вопрос, единственный вопрос: любишь ли ты меня? И вот именно это действительно является чрезвычайным вопросом, потому что практически мы знаем, что Библия вся абсолютно написана о Христе. Что Евангелие говорит о том, что какими бы мы не были праведными, хорошими, например, такими как Иов или Даниил, и так далее, да, то мы не оправдываемся нашими заслугами, но только драгоценной праведностью Христа. И вот именно это первое. Второе: Христос не только тот, кто нас оправдывает. Это было бы чисто механически, то есть мы получаем оправдание, но после этого мы как-то живем, да? И вот именно Бог хочет, чтобы мы жили в союзе с главой, чтобы мы были на связи с главой церкви, стремились иметь личные отношения со Христом, а это возможно только если
мы любим Христа, действительно хотим познавать Его, укрепляться им, понимаем свою зависимость. И вот именно это было утрачено. Постепенно терялось, отношения со Христом постепенно пропадали в этой церкви. Они постепенно превращались в такое религиозное сообщество, которое выполняло какие-то правила, какие-то дела, какие-то решения организационные принимали, какие-то мероприятия проводили и так далее, но они постепенно теряли отношения, личную любовь и зависимость от главы. И вот именно мы видим, это единственный недостаток, но он ключевой недостаток, если мы потеряли любовь ко Христу и связь взаимоотношений и зависимость от Него, то тогда все остальное теряет смысл. И Христос, например, говорит, да, людям, которые мои, так сказать, мы твоим именем, да, делали там то и то, он говорит: отойдите от меня, делающие беззаконие, никогда не знал вас. То есть у меня с вами никогда не было отношений. Да? То есть когда мы говорим, да, что мы знакомые там с кем-то и так далее, вот здесь как раз вот этот момент. И обратим внимание, что вот эти все церкви, которые мы здесь читаем, это, можно сказать, типы церквей в течение всей истории, или проблемы церквей. Здесь это отображены принципиальные проблемы, которые присутствуют в церквах в течение всей истории. При этом из 7 церквей только 2 благополучные. Вот, и, так сказать, остальные находятся в сложном состоянии, а одна из них вообще, ты имеешь вид, будто жив, но ты мертв, да, совсем в плохом состоянии. То есть мы видим, что большая часть церквей не находятся в здоровом состоянии. Вот это интересная ситуация, которая характеризует вообще церковь в течение всей истории. Итак, мы сейчас дочитываем. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. И вот дальше заключительное обращение. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. То есть речь идет о том, что Дух постоянно хочет говорить с церквами. Постоянно. Не просто в первом веке или когда-нибудь в будущем. Дух Святой хочет говорить постоянно через вот эти послания. Он хочет говорить церквам и верующим. Вот здесь как бы обращение, в первую очередь, обратите внимание, ангелу Ефесской церкви напиши. Что это значит? Означает ли это, что это обращение только к служителям, и это только служитель оставил первую любовь? Безусловно, что это обращение, конечно, в первую очередь к служителям церкви, и, во-вторых, поскольку они посланники, то через них это должно быть передано дальше всей церкви. Вся церковь, каждый член церкви должен спросить себя, что с моей любовью ко Христу. Это первый вопрос. Второй вопрос. Являюсь ли я побеждающим? И вот здесь давайте обратим внимание, побеждающий, как это связано с 4 стихом, с первой любовью. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Здесь мы видим очень важный момент. Дерево жизни. Мы знаем, что дерево жизни было представлено как источник вечной жизни. И вот именно здесь очень важна параллель между 4 и 7 стихом, потому что когда мы любим Иисуса, мы понимаем, что Он и есть дерево жизни. Он дерево жизни для каждого верующего. Он дверь, Он жизнь, да? Он жизнь, Он истина, Он хлеб. И дальше об этом тоже будет говориться. То есть Он дерево жизни, и
когда мы любим, в первую очередь, вот мы знаем, что кто-то из нас любит какой-нибудь торт, какой-нибудь вид торта. Кто-то, может быть, любит арбузы или еще что-нибудь. И мы знаем, что, особенно когда речь идет о том, что Бог сотворил, оно не только приятно, не только человек может это нравиться, он это может любить, но оно полезно. Христос – это вообще самое полезное для нашей души, что существует во Вселенной. Христос, только Он может сделать нас вечно счастливыми, вечно достойными, достойными вечной жизни, достойными служить Богу, находиться в Его присутствии, наслаждаться всей Его славой и так далее. И притом вечно. Не просто вот похоть мира, да, как говорится, мир проходит, и похоть его не надо любить мир, но исполняющий волю Божию, то есть тот, кто во Христе, только он способен исполнять волю Божию, тот, кто питается от дерева жизни. То есть вот здесь именно очень важно видеть, что любовь ко Христу, как к дереву жизни, если человек выбирает Христа как дерево жизни, источник жизни для себя уже здесь на земле, то безусловно он побеждающий. И безусловно, что он будет вкушать вечно от этого дерева жизни. Итак, мы с вами прочитали послание первой церкви. Следующая Смирнская церковь, кстати, эти все 7 церквей географически все находились вот так последовательно, если двигаться. Эфес был ближе всего к Патмосу, и вот одна за другой они так географически идут. И дальше Смирнская церковь, то есть вот здесь мы тоже смотрим тип церкви в определенных условиях, то есть здесь представлен тип гонимой церкви. Мы знаем, что на земле, вот получается, некоторые церкви находятся в состоянии оставления первой любви, некоторые церкви находятся в гонениях. По всему миру разбросаны смирнские церкви. Итак, это первая церковь, которой Христос не говорит никаких, то есть Он доволен этой церковью. Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жил. Обратим внимание, что здесь Христос представляет себя так же точно, как в первом случае Он ходит среди золотых среди светильников, и Он, то есть драгоценных для Него светильников, и Он наблюдает за их состоянием и хочет, чтобы они выполняли правильно свою миссию, любили Христа и светили Его светом. Здесь мы видим, что Христос обращается к страдающей церкви, Он представляет себя как тот, кто первый и последний, и кто сам был мертв, кто сам пострадал, но Он говорит: я был мертв, но я жив. И это очень важное обращение к этой церкви. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. В условиях того времени, когда христиане не признавали, не поклонялись императору, не исповедовали римских богов, не исповедовали иудаизм, в первую очередь их гнали иудеи, а в это время, уже после 90-го года, уже полным ходом шли, так сказать, по всей Римской империи уже шли гонения на христиан. Не просто в Риме, как первое гонение организовал Нерон в Риме. Они были локальны, а здесь уже Диоклетиан в это время правил, и здесь гонения уже шли по всей Римской империи на всех христиан, которых уже воспринимали, соответственно, как бунтовщиков, атеистов, которые неверующие в наших, так сказать, богов.
Вот, и вот здесь говорится следующее. «Знаю дела и скорбь, и нищету». То есть, прежде всего, естественно, гонимые христиане вряд ли могли быть богатыми. У гонимых христиан вряд ли могла быть работа. То есть, это были сложности, это были сложные моменты. Чтобы все это иметь, им нужно было выбирать между материальным благополучием и верностью Христу, который сказал: будь послушен, кто не берет креста своего и следует за мной, недостоин. То есть именно здесь речь шла о верности, несмотря ни на что. И здесь мы видим: знаю твою нищету, впрочем, ты богат. То есть материально это были, естественно, гонимые и обездоленные люди, которые были лишены очень много, которые выживали буквально. Вот. Но, впрочем, ты богат. Почему? Потому что эти люди действительно знали богатство Христа. Они знали, и именно поэтому они выбирали Христа, а не земные, не мир, не его удовольствие, не его богатство. Они выбирали богатство Христово, богатство вечной жизни. Дальше. Скорбь, нищету и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковые, но сборище сатанинское. То есть мы видим здесь, что в первую очередь те, кто ненавидели и гнали, как мы это и знаем, христиан, это были не римляне, а в первую очередь иудеи, и они делали все для того, чтобы римские власти, так сказать, гнали, истребляли христиан. То есть иудеи в данном случае, хотя они думали, что они знают Бога, но на самом деле служили сатане. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот это обращение к гонимой церкви. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. Обратите внимание, какое обращение. Кто будет ввергать? Здесь не говорится, что там какие-то римляне будут вас ввергать, какой-то император будет вас ввергать. Здесь им говорит Христос о том, корень какой. То есть кто на самом деле это все делает руками язычников или иудеев. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. То есть вот эти синагоги иудейские, это было орудие дьявола. В данном случае, как и римляне в том числе. Будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот обратим внимание, что как читали в первом веке и втором, третьем вот это послание. Дело в том, что в течение вот этих лет, пока император не стал христианином, император Константин, да, который именно стал верующим где-то вот в начале 303-305 год, он стал христианином, и потом уже начались преобразования, прекратились гонения. Но до этого, вот 3 века, да, почти 3 века или 2,5, были гонения. И вот христиане как читали, вот и именно здесь интересные слова такие: будете иметь скорбь дней 10. И вот здесь дело в том, что на самом деле в течение вот этих гонений 10 императоров были, которые гнали периодически. Вот это гонение затихало и потом опять возобновлялось. Это было 10 императоров, которые гнали христиан в течение вот этого периода 200 с лишним лет, почти 300 лет. И вот христиане читали это, и вот обратим внимание, вот дьявол будет ввергать из среды вас. И вот это происходило, так сказать, поколение за поколением это происходило. И вот эти слова звучали как будет и как сейчас. Это происходило будет, и это происходило сейчас. В наше время то же самое. Дьявол сейчас по всему миру ввергает в темницы или убивает христиан, используя там разные сатанинские сборища для этого.
чтобы убивать, преследовать христиан. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть, обрати внимание на эти слова: не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот так говорит Иисус. И сейчас мы увидим, почему. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. И заключение: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вот здесь соединяется 8 стих, с чего начинается послание этой церкви, и последний 11, они соединяются в том, что Христос сам был мертв и ожил. Также точно вот эти христиане, которые во Христе, которые верны, которые побеждающие, они, если они верны даже до смерти, да, они умрут физической смертью. Но, обрати внимание, но все люди умирают физической смертью. Но те, кто не во Христе, те потерпят страшный вред от второй смерти, о которой будет говориться дальше в Откровении. Там будет ясно объясняться, что такое вторая смерть в озере Огненном, навеки вечная, вечная смерть. Вот, и вот для христиан над ними никакой власти не имеет вторая смерть, озеро Огненное. Они идут не в озеро Огненное, они идут в Царство Христа, в славу. Они идут в славу. И именно поэтому не бойся ничего, что тебе надобно будет терпеть. А чего бояться? А бояться быть без Христа. Вот чего надо бояться. Самое страшное не то, что мы умрем, не то, что нас убьют. Самое страшное, если мы не во Христе. Почему? Потому что если мы не во Христе, мы не покрыты праведностью Христа, мы не пребываем в Его Духе, и мы попадаем тогда, после смерти, мы неизбежно тогда попадаем в озеро Огненное. Вот что действительно нужно бояться. То есть бояться нужно быть разделенным со Христом. Бояться нужно потерять первую любовь. Бояться нужно отречься от Христа под давлением дьявольских гонителей, под давлением мирских соблазнов. Вот этого нужно, вот чего нужно бояться. Бояться впасть в руки Бога живого, в руки которого попадают все те, кто не во Христе. Дорогой милосердный праведный Господь, спасибо Тебе за Твое чудесное Слово, которое нас просветляет, которое нас умудряет, укрепляет, и которое нас делает трезвыми, бодствующими, которое помогает нам увидеть, что сегодня Дух Святой, как и тогда, говорит церквам. Что сегодня Дух Святой говорит нам, что сегодня нам говорит Небесный наш Господь и Спаситель, который так близок к нам через это Слово. Помоги нам, пожалуйста, дорогой Господь, быть понимающими, что без Христа мы отлучены от дерева жизни. Если нам он не нужен, если мы в нем не нуждаемся, если мы не ищем его, чтобы укрепляться укрепляться его жизнью, его силой, если мы не стремимся быть в живом общении с нашим Господом, не держимся главы церкви, помоги нам, пожалуйста, со страхом и трепетом в этом совершать свое спасение. Благослови, Господи, быть верными, побеждающими, Твоими свидетелями в этом мире, чтобы наша жизнь могла быть светом. Мы знаем, что только Ты зажигаешь светильники наши, когда мы находимся в живом соприкосновении, общении с Тобой. И пусть Тебе будет слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.